Добрый день, в эфире телеканал НТС Новости, в студии Елена Яковлева. У троих жителей села Благовещен Сузакского района Джалалабадской области выявили коронавирус. Это трое мужчин возрастом 70, 62 и 46 лет. Все они вернулись из Саудовской Аравии после совершения малого хаджа. 12 марта самолет с паломниками приземлился в Аше. Всего на борту находились 135 человек. На тот период Саудовская Аравия не входила ни в первую, ни во вторую категорию стран. В этой связи всех пассажиров в соответствии с алгоритмом действий по прилету в аэропорту проверили тепловизором. Состояние ни у одного из них не вызвало подозрений. И только 16 марта, как сообщил сегодня министр здравоохранения Кусмозбек Чолпонбаев, у одной женщины повысилась температура. Вместе с ней проверили еще 8 человек. Тест-система показала отрицательный результат на ее анализ, а вот у троих других паломников результат оказался положительный. Последние подтверждения были получены накануне. И всего за 3 часа медики выявили уже 90 человек из того самолета. Поместили их под карантин. Отмечается, что все они могут быть из разных регионов. В данное время они изолированы, у них берут анализы, уже приступили к лечению. Отметим, с момента их прилета прошло уже 6 дней. Специалисты устанавливают круг людей, с которыми они общались за это время. Мы в Кыргызстане подтвердили первые 3 случая коронавируса у наших граждан, приехавших из Саудовской Аравии, которые совершали малый хадж. Все случаи являются завозными из другой страны. Принимаются все меры, направленные на ограничение распространения вируса среди населения, отслеживание контактных лиц. Поэтому оснований для паники нет. Все службы работают в усиленном режиме. У нас имеется достаточные силы и возможности для дальнейшего противодействия данному вирусу. Врачи подготовлены и успешно функционируют лаборатории. Как сообщил сегодня на специальной пресс-конференции губернатор Джалалабадской области Нурболот Мирзахмедов, эти 3 человека по возвращении из Умры провели торжество, пригласили своих друзей и родственников. Всего, по словам полпреда, с заболевшими за эти дни контактировали как минимум 1100 человек. Как выяснилось, из 135 пассажиров этого лайнера только 51 гражданин, житель Джалалабадской области. В данное время все санитарно-эпидемиологические службы переведены на усиленный режим работы. Из Казахстана доставили тонну хлора. По области начата дезинфекция. И еще о одном больном кыргызстанце сообщили СМИ Объединенных Арабских Эмиратов. МИД нашей республики заявил, что уточняет эту информацию. Согласно их данным, гражданин с диагностированным коронавирусом находится на территории Саудовской Аравии. Накануне там зарегистрировали 15 новых случаев. Все эти пациенты иностранные граждане. Кроме кыргызстанца, это также граждане Сербии, Италии, Нидерландов, Австралии, Германии, США, Греции, России, Украины, Бангладеш и по 2 человека из Великобритании и Испании. Все они ранее контактировали с людьми, у которых был выявлен коронавирус. В Объединенных Арабских Эмиратах сегодня уже более 130 инфицированных человек. Напомним, около 650 паломников вернулись после малого хаджа в Кыргызстан. 3 остались в Саудовской Аравии из-за проблем со здоровьем. Из-за того, что страна закрыла границы, наши паломники с трудом покинули эту страну, но смогли все-таки вылететь. Тогда МИД вмешался в ситуацию. И после переговоров самолеты вернулись в Кыргызстан. Ранее министр здравоохранения Кусмозбек Чолпонбаев сообщал, что 290 человек прибыли в аэропорт Манас и около 300 человек в аэропорт Ош. По некоторым данным, организацией малого хаджа в стране занимаются около 30 туркомпаний. Как сообщили наши источники, в этот раз эти 600 человек были доставлены в Кыргызстан на 4 самолетах компании Air Arabia и Jazeera Airways. Отмечается, что среди пассажиров-паломников были также люди со всех регионов страны. В данное время уточняется, кто из них и какой компании в какой аэропорт прилетел. А между тем мы связались с одним из кыргызстанцев, недавно вернувшихся из Саудовской Аравии, который также был в числе паломников, совершивших малый хадж. Его зовут Искендер Раимбабаев, он житель города Карабалта. Вот что он рассказал нашим журналистам о своем приезде на родину. 13 марта я прилетел из Саудовской Аравии рейсом Дубай-Бишкек. Со мной в одном самолете было около 180 человек. За 3 часа нас всех проверили на наличие коронавируса, брали анализы. Все мы сейчас на домашнем карантине. Вчера меня навестили врачи. Проверили мое состояние. Никаких симптомов коронавируса у меня нет. Все хорошо.
В Сузакском районе, где выявлен коронавирус, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил аким района Эрмекбай Мошев. На период действия режима ЧС, по его словам, усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Все объекты с массовым скоплением людей закрывают. Вводятся ограничения на перемещение в Сузакском районе. Запрет на выезд с территории района всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба. В районе объявляется карантин, вводится режим чрезвычайной ситуации. Нет оснований для паники, все службы работают. Главное, соблюдайте гигиену. Запасы продуктов есть, прошу не поддаваться панике. Сузакский район в блокаде. Тем временем останется режим ЧС только в районном масштабе. Будет известно после заседания республиканского штаба. Не исключено, что уже сегодня его введут по всей республике. Напомним, ранее вице-премьер-министр Алтынай Мурбекова поясняла, что этот режим может быть введен в том случае, если выяснится, что зараженный человек контактировал с разными людьми из разных областей. Между тем, Минздрав призывает граждан не паниковать. В течение 3 месяцев, по словам министра Космосбека Чулпунбаева, вся система здравоохранения готовилась и отрабатывала алгоритм действий при возможном проникновении вируса на территорию страны. Между тем, медики обращаются ко всем, кто был в числе той группы паломников или вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сообщить о себе врачам, при этом не покидать свои дома и не контактировать с другими людьми до приезда медиков. Остальным гражданам рекомендуется по возможности меньше выходить из дома, соблюдать дистанцию при общении друг с другом, чаще мыть руки и, главное, не поддаваться панике. Ну а в парламенте решили завтра заслушать информацию по коронавирусу. Турагат Дастан Чумабеков сообщил, что правительство принимает меры по выявленным случаям, а завтра они ответят, сколько выделяется средств, в каких условиях содержатся люди на карантине. Депутаты тем временем высказываются, что граждане относятся к ситуации несерьезно. Мой близкий знакомый ездил на Умру. Приехал 12 числа. Я сегодня с ним переговорил по телефону. Он говорит, что сразу поехал домой. Все его там встречали, разговаривали. А вчера их разместили, оказывается, в Акиме. Европа из-за несоблюдения правил превратилась в опасный участок. У нас тоже отношение такое, как будто людей не воспринимают всерьез. Министерство здравоохранения Казахстана сообщает, что за последние сутки у них выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом. Теперь в соседней республике всего 35 больных. Из них в Алматы 17, в Нур-Султане 18. Из-за пандемии коронавируса в столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе Алмата уже с завтрашнего дня будет введен режим карантина. В городах будут введены ограничения на перемещение граждан. Движение общественного транспорта днем будет ограничено и полностью прекращено по ночам. Работу крупных торговых центров и непродовольственных магазинов приостановят. В Узбекистане выявлены также еще 2 случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Инфекция подтверждена еще у одного гражданина, прибывшего из Стамбула, а также супруги пассажира рейса из Лондона. Число заболевших там выросло до 13 человек. И на этом у нас пока все. Смотрите дальнейшие выпуски новостей. Я с вами прощаюсь. До свидания.